Какие товары запрещены к ввозу в 2017 году, порядок их изъятия и уничтожения, и как не остаться в проигрыше. Такие разъяснительные беседы с предпринимателями в управлении Россельхознадзора проводят систематически. Соответствующие службы оглашают список иностранных товаров, попадающих под эмбарго. Особенно актуальна эта тематика перед празднованием Мар-Хадж. За прошедшее время у нас был завоз, если мы проверили, где-то порядка около 100 молочных продуктов мы проверили. Из них ровно половина была не соответствующей качеству безопасности. Также мы проверили очень много мясных продуктов питания. Это колбаса, сарделька, молочная продукция, я имею в виду вся молочная продукция. Туда входит и творог, и сливки, и сметана, и молоко, все туда входит. То же самое мы проверили на мясную продукцию. Мясная продукция также была в очень большом количестве выявлена фальсификация. То, что было задекларировано, в наличии не оказалось. В этом году санкции на турецкую продукцию уже не так актуальны. Связано это в первую очередь с тем, что отношения России и Турции нормализовались. В октябре 2016 года Владимир Путин отменил некоторые ограничения, касаемые ввоза и импорта в страну. А уже 2 июня 2017 года постановлением правительства России сняты ограничения со всего перечня продуктов, кроме томатов, которые все еще остаются под санкциями. По окончании месяца Рамадан у нас начинается массовый завоз овощей и фруктов из разных стран, чтобы не допустить ввоза санкционной продукции, чтобы нам не пришлось изымать у наших предпринимателей эту санкционную продукцию, и чтобы они не несли финансовые убытки. Мы хотели приурочили это совещание наше к этому моменту. Главный инспектор отдела таможенного контроля напомнил присутствующим, какие меры предпринимаются по отношению к санкционным товарам. Он также подчеркнул, что в текущем году количество профилактических мероприятий возросло, впрочем, как и количество запретной продукции. Представители бизнес-сообщества хотелось бы также акцентировать внимание на то, что указание первого лица государства подлежит исключительному исполнению, поэтому контролирующими органами, в том числе Мироводской таможней, будут периодически проводиться рейдовые мероприятия. Не хотелось бы, чтобы вы на себе испытали экономический ущерб, связанный с реализацией этой продукции. Также таможенники в этот священный месяц призывают население не закупать санкционные товары. Как-то и нам неприятно, да, и проверять, и уничтожать ту продукцию. Вообще, дал халишка кирмемди, взять, уничтожить, допустим, 400 килограмм яблок. Поверьте, это тоже нелегко ни руководству, ни инспекторам, которые это исполняют и так далее. Поэтому убедительная просьба, лучше ее не ввозить, вместо того, чтобы уничтожать. Руководитель Россельхознадзора подчеркивает, предприниматели должны понимать, что понесут двойные расходы в случае выявления продукции, попадающей под эмбарго. Предприниматели нашей республики, им категорически невыгодно закупать санкционную продукцию и реализовывать ее на территории Республики Ингушетия вследствие того, что они несут двойной убыток. Это первое, значит, та продукция, которая будет выявлена, она будет уничтожаться. Однозначно, это уже экономический ущерб, те деньги, которые они затратили, у них уже не восстановятся. И второй ущерб – это за их счет, за счет предпринимателей данная продукция изъятая будет также уничтожаться. Соответственно, вдвойне платить за то, что отсутствие дохода, то это предпринимателям никогда не было выгодно и выгодно не будет. И это уже, и в третьем, если они будут неоднократные нарушители, они уже попадут в черный список. Они у нас будут на особом контроле, и, соответственно, к ним будут уже более такие суровые меры. Применение санкций началось еще в 2014 году. Именно тогда и был разработан список запрещенных на ввоз товаров из некоторых стран Европы. Перечень товаров является действительным и в 2017 году. Так что предпринимателям следует подумать, прежде чем закупать запрещенную продукцию. Стоит ли нести такие огромные расходы, ведь при его обнаружении их товар будет полностью уничтожен. Светлана Томова, Султан Булгучев. Новости 24.